Болгар радиосының 6-нчы милли музыкаль премиясы. Здравствуйте! Доброе утро! Сегодня пятница, и эту рабочую неделю провожаем с вами мы, Рустем Каримулин и Ассоль Мухамедзянова. Сегодня 16 ноября, а говорить мы с вами будем аж о 18 ноября. Почему? Потому что в воскресенье день рождения отмечает Дед Мороз. А почему именно 18-е? Да потому что именно в этот день на его родине, в Великом Устюге, устанавливаются сильные морозы. И скажем вам по секрету, что у нас будет сегодня великолепная возможность поздравить дедушку лично. Ну а сейчас посмотрим анонс других интересных тем программы. Навстречу Новому году Дед Мороз отмечает свой день рождения в нашем эфире. Приятного аппетита! Готовим оригинальное творожное печенье. Будь в форме. Секреты правильной растяжки. Итак, 18 ноября – день рождения Деда Мороза, и с этого дня вполне можно начать готовиться к встрече Нового года. Давайте вместе узнаем больше о празднике зимнего волшебника. Снега пока на наших улицах нет, но новогоднее настроение уже есть. А все потому, что 18 ноября отмечается день рождения Деда Мороза, самого доброго и любимого детворой волшебника. Особенно широко отмечают его на родине легендарного персонажа в Великом Устюге. Именно 18 ноября открывается почтовый ящик, в который все желающие положили письма поздравления герою праздника. В этот день Деда Мороза посещают его сказочные коллеги, новогодние волшебники из других стран. Чисхан, Йола-Пуки, Санта-Клаус. А на центральной площади Великого Устюга в 18-й день ноября традиционно зажигаются огни на первой новогодней елке. А после своего праздника Дед Мороз на волшебных санях отправится в тур по российским городам навстречу Новому году. А что это ты задумался? А я вот задумался в связи с таким праздником, чтобы загадать на этот Новый год, и ничего пока не могу придумать. Мне кажется, ты рановато думаешь о том, что загадать на Новый год. Тебе нужно подумать о том, как поздравить Дедушку Мороза. Кстати, он уже у нас в студии, как Ох, мы обещали. какие у нас сегодня гости! Вот такой... Здравствуйте, здравствуйте, дорогие ведущие. Здравствуйте, уважаемые татарстанцы. Доброе утро, предвестник Нового года уже у нас в студии. Поздравляем вас с наступающим, дедушка. Спасибо большое за первое поздравление. Конечно, 18 числа все отмечают Дед Морозы. Все из России, всей страны отмечают этот праздник. И я думаю, что эти поздравления от своих коллег, от своих корпоративщиков, конечно же, детей, которые приходят ко мне на елку, поздравят меня ранним утром. А уже программа «Здравствуйте» поздравила самым первым. Да, вот мы рады, что с наступающим поздравляем. Спасибо. И хотелось бы узнать, как же предвестник такого праздника, да и создатель большого праздника для детей, в частности, как вы сами отмечаете этот праздник свой? Очень скромно. Я думаю, что мы с коллегами Дед Морозами из Казани встретимся, обсудим и решим. А так мы уже, как спикеры всей России, собирались 2 недели назад в Москве, показали свои программы, посмотрели, что нового дают Дед Морозы России в других городах, областях, и научились у друг друга, и пожелали счастливого Нового года, и уже начинаем свою программу. Готовитесь уже к сезону, можно сказать, действительно, уже с сегодняшнего дня, мы с сегодняшнего дня, а все остальные с 18 ноября начнут готовиться уже к наступлению предстоящих новогодних праздников, уже зима, кстати, вот-вот пойдет, говорят, завтра снег ожидается. Да. Расскажите, пожалуйста, вы-то уже начали готовиться вот к Новому году? Каким образом? Что мы уже готовимся с лета. Я думаю, что мы готовимся с лета, готовим наряды, готовим все реквизиты к этому празднику, готовим новые сюрпризы, чтобы порадовать всех
гостей, всех детей этим праздником. Особенно ждут дети, мне кажется, Я думаю, да. Вот в конкурсе Дедов Морозов вы стали лучшим. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, когда-то проходил этот конкурс в Москве, международный фестиваль Дед Морозов. Первый год я поехал в 2001 году, где просто принял участие, дали мне диплом. И я очень начал готовиться после этой программы тщательно, чтобы взять какой-либо приз. И в 2002 году, поехав на этот фестиваль, я показал программу. Жюри было очень такой суровый, Дед Мороз Кремлевский сам был, из Великого Устюга. И, как бы сказать, что разочаровали меня, конечно, критику дали много. Я расстроился, даже не хотел приходить на награждение. И сказали, ну, придите обязательно, вы должны быть там. И в конце, как бы, награждение объявляют уже призеров Гран-при, и назвали мою фамилию, ведь я представлял Татарстан. И в 2002 году я получил вот такой кубок Гран-при международного фестиваля Дед Мороз. И стал самым лучшим Дедом Морозом в России. Ну, конечно. Ой, гордимся, несомненно, гордимся. И мы сейчас с вами, я думаю, разыграем сюрприз для наших детишек, вернее, сегодня, конечно же, для родителей, и я думаю, у них будет прекрасная возможность выиграть замечательный приз, билет на новогоднюю елку, который состоится, правда, чуть позже, но уже сегодня можно будет, благодаря нашему дедушке, разыграть этот... Да, с удовольствием хотел бы разыграть этот приз. Потому что узнать, хорошо ли знать о Деде Морозе, нашем российском Деде Морозе. Задавайте вопрос. Я хочу задать всем, кто меня слышит, такой вопрос. Все прекрасно знают, что российский Дед Мороз – родина Великий Устюг. Да. А моего собрата Санта-Клауса какая родина? 570-50-75. Дозванивайтесь до нас, пожалуйста, отвечайте на этот, я думаю, абсолютно простой и легкий вопрос. Конечно. И Дедушка Мороз обязательно презентует вам билет на новогоднюю елку, которая пройдет в Корстене. 570-50-75. Ждем нашего победителя. Ну что, а сейчас в продолжении мы бы хотели еще узнать у нашего Дедушки Мороза. Скажите, пожалуйста, вот именно в вашей работе, что бы вы назвали, наверное, самым приятным и самым сложным? И самым сложным, да. Самое приятное, я думаю, надо всегда дарить радость людям, детям, чтобы они поверили в это чудо, чтобы все загаданные желания, все сбылись в этом году. И, конечно, чтобы все верили в Деда Мороза, хорошего, искреннего, доброго сказочника. Но если у нас такой Дедушка Мороз замечательный, добрый, конечно же, и вот даже Снегурочка у вас, по-моему, нет, я хочу подарить вашей студии, чтобы вам приходили всегда в эту студию самые прекрасные люди, творческие, хорошие, искренние, чтобы весь сезон новогодний у вас стоял вот этот Дед Мороз. Подарочки. Ну и, конечно же, все знают, что символ свинья, и я такого хрустального свинью хочу подарить вам. Ой, соль принимайте. Это мне. И вам. Следующий символ этого года. Вы посмотрите, какая прелесть. И Дед Мороз, он сказочный, волшебный, и вам, и вам, и вам. Тебе тоже есть, смотри, что чудесно. Ну что ж, у нас есть звонок, как нам подсказывают. Алло, здравствуйте. Итак. Алло. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Зовут? Какой у вас замечательный гость с утра. Какое морозное утро. Всем хорошего настроения. Итак. А у нас Санта-Клаус, родина Лапландия. Все правильно. Я очень рад, что вы прекрасно ответили на этот вопрос. И билет в Корстен дарю вам от нашей студии, от компании Корстен, этот прекрасный билет. Ну, я только учусь быть, уже волшебник, но хочу сделать чудо. Можно? Конечно. Пожалуйста, будет всем очень приятно. Итак, внимание. Так, что-то происходит. Видите, что все пусто. Так, пусто. Да, все. Подтверждаем. Очень. Так. Ой! А вот и билет! Ура! А вот и заветный Мы билетик. поздравляем нашу телезрительницу, которой достается вот этот самый пригласительный на елку в Корстен. И, конечно же, благодарим нашего великолепного новогоднего гостя, который пришел и подарил нам предновогоднее настроение. Еще раз вас с наступающим. И подарки также с нами. Пусть будних 100 звездных вам светит всегда. И радость открытий, и радость труда. Пусть люди к вам за советом идут. Пусть в жизни не будет тревожных минут.
Пусть с песней отдых, а труд с огоньком, пусть счастье большое приходит в ваш дом. С наступающим 2019 годом вас, друзья! Спасибо огромное. Еще раз с наступающим днем рождения вам, дедушка. Спасибо. Сейчас реклама на ТНВ, после которой мы вернемся и вот так же волшебно продолжим. А сейчас узнаем, что нашептали вам и нам звезды. Овны. С этого дня может измениться ваше финансовое положение. Оно станет более стабильным. Сегодня попытайтесь найти общий язык с любимым человеком и, наконец, решить все проблемы с ним. Тельцы, займитесь сегодня юридическими делами, проверьте срок действия документов, а также уделите больше внимания любимым. Они ждут этого. Близнецы. День благоприятен для ремонта, продажи, покупки, сдачи в наем жилья. Но при условии, что вы стараетесь ради благополучия всей семьи. Раки. День предельного напряжения. Еще немного, и вы у цели. Но подумайте о том, как восстановить силы после такого трудного дня. Пятница. Можно Да. отдохнуть. Лев, сегодня рискуйте, но не теряйте голову. Не сорите деньгами, помните, что они любят счет. Сегодня может произойти очень важное событие либо на работе, либо в личной жизни. Девы, помните, деньги к деньгам. Не спешите тратить все, что заработали, ведь скоро ситуация может измениться кардинально. А мы продолжаем, и сейчас время готовить, на этот раз оригинальные печенье. Для приготовления творожного печенья вам потребуется 200 граммов творога, 1 банан, 250 граммов муки, 100 граммов сливочного масла, 4 столовые ложки сиропа агавы вместо сахара, треть чайной ложки соды, сок 1 лимона. Банан предварительно нарежьте на куски и измельчите в пюре при помощи блендера или вилки. Добавьте творог, сироп и тщательно перемешайте. Туда же отправьте размягченное сливочное масло и муку. Соду погасите лимонным соком и лишь затем замесите тесто. Тесто должно быть густым и не липнуть к рукам. Разделите тесто на 2 равные части. Каждую раскатайте в пласт толщиной не более сантиметра. Теперь можно приступать к вырезанию фигурок при помощи различных формочек. Такое печенье выпекается быстро при температуре духовки в 190 градусов не более 12 минут. Приятного аппетита! А сейчас новости о нашем любимом городе. Казань попала в 5 лидеров рейтинга, который выявлял российские города, в которых живут самые добрые люди. Рейтинг путем опроса составил популярный российский интернет-сервис бронирования жилья. На первое место голосовавшие поставили Санкт-Петербург. За него 32% опрошенных. 17% респондентов отдали свой голос за Краснодар. Казань, Севастополь и Петрозаводск получили по 10% голосов. Как приятно оказаться в таком рейтинге плюс еще к самой спортивной столице. Мы продолжаем нашей постоянной пятничной рубрикой о чтении. Литературная серия «Вечные» всегда очень привлекательна для читателей. Во-первых, потому что космическая тема очень интересна, и супергерой всегда привлекательный. Это настолько далеко от нашей реальной жизни, что нам хочется погрузиться в мир непознанного. Я убеждена и разделяю мнение, что у каждой книги есть свой читатель.
И когда я взяла в руки вот эту книгу, я подумала, что как раз я читатель вот этой самой книги, которая называется «Точка сингулярности». Написали ее два автора, Роман Злотников и Сергей Будеев. Почему я решила, что эта книга моя? Ну, во-первых, потому что я с интересом всегда читаю научную фантастику, я поклонник этого жанра. Я много читаю из жанра фэнтези. Я с большим уважением отношусь к роману Злотникову, к автору. Ну и тема вечного разума и бесконечности жизни, конечно, тоже очень привлекательна. При всем при этом этот роман меня разочаровал. Почему? Ну, прежде всего, потому что тема заявлена очень громко. При этом сюжет выстроен, на мой взгляд, очень слабо. Герои выписаны нечетко. Много научной космической терминологии, в которой авторы просто утонули. По крайней мере, я почувствовала очень много несостыковок, каких-то сомнительных моментов. Но это исключительно мое собственное мнение. Может быть, даже категоричное, потому что я знаю людей, которые прочли «Точку сингулярности» с большим удовольствием и считают, что это хорошая вещь. Поэтому я вам рекомендую взять книгу. Она легкая, не очень большая, читается, ну, нормально читается, прочитать ее, но и определиться со своей позицией. Роман Злотников, Сергей Будеев, «Точка сингулярности». Литературная серия «Вечный». Когда мы произносим имя Владимира Набокова, мы понимаем, что речь пойдет о хорошей классической русской литературе. Главный герой романа, его фамилия Круг, очень любит своего сына. Но сына похищают с тем, чтобы манипулировать отцом. В общем-то, очень типичная ситуация для любого времени. Я не буду вам пересказывать сюжет, он достаточно мрачный, достаточно тяжелый. При этом книга не оставляет такого впечатления. Она оставляет о себе впечатление светлое. И все дело в самом авторе. Владимир Набоков – это мастер изящных словесных пассажей, мастер мелких деталей. Он одинаково великолепно описывает детские игрушки в деревенском магазине, или восход солнца, или тюремную камеру, или самого отвратительного персонажа этой книги, правителя страны. Если вы хотите получить удовольствие от языка, от русского языка, то я вам очень рекомендую прочесть эту вещь. Мы желаем вам доброго утра и продолжаем нашу программу. С 15 по 18 ноября в Казани пройдет 6-й молодежный межнациональный форум «Дружба народов. Наше богатство». Его целью стало развитие навыков и способностей молодежи Республики Татарстан, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и профилактику экстремизма. К нам в студию рассказать об этом пришли Тимур Кадыров, председатель Совета молодежной ассамблеи народов Татарстана, и Екатерина Ракова, руководитель Ассоциации национальных молодежных общественных объединений Оренбургской области «Вместе». Доброе утро. Доброе утро, очень рада вас видеть. Расскажите, пожалуйста, кто примет участие в форуме? В форуме... Да, вы правильно сказали, то, что форум у нас межрегиональный. У нас принимает участие молодежь в возрасте от 16 до 30 лет, представители разных национальностей. И отличие форума в этом году, то, что он проводится именно, то есть, как вы сказали, да, у нас был сначала форум региональный, да. И сейчас, то есть это был только Республика Татарстан. И в этом году, благодаря тому, что с нами в партнерах Казанский государственный архитектурно-строительный университет, и нас поддержало Федеральное агентство по делам молодежи, в этом году мы проводим межрегиональные, и к нам приехали представители из 13 регионов России, в том числе среди участников есть представители иностранных государств, это иностранные студенты, которые обучаются в Казани, из 10 стран мира, и это активисты молодежных движений, национально-культурных объединений, национально-культурных автономий. Интересно. Прекрасно. А какова программа форума? Программа форума достаточно насыщенная. Мы, как организаторы, постарались сделать такую вот программу, чтобы у нас было интересно и участникам, и чтобы был какой-то результат по итогам форума. Мы всегда так работаем, и программа, например, вчера состоялось пленарное заседание в Доме дружбы народов Татарстана с участием председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Халиловича Мухамедшина, и где были и напутствия участникам, да, и молодежи, в каком направлении необходимо развиваться, какие проекты нужны сейчас, и то, что необходимо придумывать, новые интересные проекты,
который будет интересен самой молодежи. Вот, и вот в таком формате мы будем работать. И плюс у нас сегодня у нас приехали эксперты из Москвы, то есть это федеральные эксперты, которые будут работать с участниками. Также у нас еще будет этномаркет, о котором я расскажу попозже. Ну а мы как раз переходим к проектам. Екатерина, расскажите, пожалуйста, что вы представите на форуме? Ох, у нас в Оренбурге сегодня очень возрастает интерес молодежи к народным ремеслам. И мы задались целью и вообще задачей такой поставив перед собой, это сохранить народные ремесла и популяризовать их в молодежной среде. У нас очень является нашим одним из, скажем так, устойчивым брендом, с чем ассоциируется Оренбург, в первую очередь это оренбургский пуховый платок. Вот, он очень теплый, он очень мягкий, он очень красивый, тонкий. У нас очень много мастеров, мастериц, которые хранят этот промысел, и мы им гордимся. И сегодня в молодежной среде есть молодые дизайнеры, которые стремятся использовать этот платок у себя в своем творчестве. Сделать его таким современным. Современным, да. На самом деле у нас очень достаточно любит молодежь одевать платочки. Мы стараемся это показать везде, тоже прийти в нем. Это красиво. Это очень красиво, очень. И любая девушка, она когда одевает на себя платок, она становится просто неотразимой, абсолютно. Это прекрасно, что молодежь Оренбуржья вот так вот, поддерживая свой местный колорит, и тем более вот этот платок, о котором, ну, понятно, все знают. Отличительная черта оренбургских красавиц. Вот, и мы бы хотели познакомить с нашим платком и всех остальных, чтобы о нем не забывали не только в Оренбурге, но и в других регионах. Да, таким образом каждый регион привносит что-то свое, таким образом все это превращается в такое мультикультурное уже движение. А скажите, пожалуйста, как планируется внедрять, что называется, вот, в жизнь, да, принятые решения? Для этого как раз и проводим форум, чтобы ребята приезжают на форум с идеями. Здесь они с экспертами дорабатывают свои идеи до проекта, и потом уже эти проекты они могут смело подавать на конкурс грантов, который проводит правительство регионов, да, в том числе на президентский грант они могут подавать. В нашем случае здесь как раз мы и хотим, чтобы ребята после форума уехали с готовым проектом, уже как называется, чтобы было все на бумаге. Да, который можно будет потом реализовать. Да, который можно будет уже реализовать. И самое главное, чтобы у самих участников было желание и возможность это сделать. Да, то есть у них будет все возможности поставить, как говорится, на ноги проект, чтобы уже все задвигалось. Да, конечно. А что будет представлено на первом этномаркете? Да, с завтрашнего дня, вот 17-18 ноября, будет проводиться этномаркет в резиденции креативных индустрий «Штаб». Мы выбрали специально такое свободное творческое пространство, интересное для молодежи, чтобы там презентовать культуру разных народов через народно-художественные промыслы, через этномоду, через еду, да, в том числе. И как раз проект, вот, который говорила Екатерина, как популяризовать народно-художественные промыслы или традиционные, да, какие-то вещи, одежду, например, то это как раз вот этот инструмент. То есть на этом маркете будут представлены более представители 20 национальностей, в том числе иностранных государств, культура этих народов. И там будет показан, то есть у нас будет этномоду, мы там организовываем показ моды. Соответственно, привлекаем модельное агентство, будут показы модные. Там будут проводиться различные мастер-классы по приготовлению еды, что можно сделать своими руками, а потом это уже можно и попробовать, и покушать. Интересно. То есть различные инструменты, различные обиходы, вот все народно-художественные промыслы мы переводим на современный, интересный молодежный формат, чтобы это было интересно для молодежи. Да, это, конечно, должно быть абсолютно доступно, для чего мы и делаем этномоду, да, вот эти показы модные. И сейчас мы хотим, чтобы все больше и больше было молодых дизайнеров, которые делают современную одежду, но с национальным компонентом. Таким образом, это тоже может быть интересно, например, даже вот сорочки, рубашки, но я думаю, галстуки. все, кто придет, обязательно увидят, смогут насладиться этим и приобрести, возможно, себе даже. А самое главное, мы желаем успехов вот в каждом вашем принятом решении, потому что видно, какой интересную, самое главное, важную работу по сохранению культурного наследия выполняете вы. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Ну а сейчас нашим телезрителям предлагаем узнать, что интересного можно будет увидеть сегодня на нашем любимом телеканале. Господин, умоляю вас, господин, не выгоняйте меня. Я ни в чем не виновата. Прекратить этот балаган. Простите, господин, скажите вашему отцу, прошу вас. Имей мужество вести себя достойно.
Иначе мне придется позвать охранника, чтобы он вышвырнул тебя из дома. У тебя есть 10 минут. Застав Чилека Мехмеда, Ибрагим увольняет горничную. Кемаль рекомендует Аслану уехать из Стамбула. Лена вновь спускается в подвал и находит там ожерелье Ясмин. Смотрите сегодня в 9:00. Дом культуры открыт для всех, кто хочет быть в курсе городских событий. Смотрите в этой программе. «Чулпан. Мелодия любви» в театре имени Тинчурина. История создания этой пьесы. Памятник Рудольфу Нуриеву в Казани. Как проходило его открытие. ДК сегодня в 14:15 на ТНВ. Математик и общественный деятель, он прожил насыщенную жизнь. При его ректорстве Казанский университет стал известен на всю Россию. Открылись новые кафедры, началась застройка университетского городка. Николай Лобачевский, «Рыцари вечности», сегодня на ТНВ. А, Соля, знаешь, что сейчас будет? Что? Реклама на ТНВ, после которой мы вернемся и продолжим. А впереди, знаешь, что будет? Что? Вместе узнаем. Как работает реальная экономика. На ТНВ по понедельникам в 22:10. Мы желаем доброго утра всем, кто встречает этот день вместе с программой «Здравствуйте». И сейчас самое время уже немножечко физически нагрузить себя, но в данном случае просто можно растянуться. Перед выполнением упражнений на растяжку обязательно разомнитесь. Каждое движение необходимо выполнять плавно, сохраняя ровное дыхание. В момент максимального растяжения делайте глубокий вдох или слегка задерживайте дыхание. Выпрямите одну ногу, носок натяните на себя. Вы сразу почувствуете, как натянулись подколенные связки и задняя сторона бедра. Руки опустите перед собой на пол. Сделайте аккуратный переход с ноги на ногу. Выполняйте в течение 1 минуты. Опустите бедро и колено на пол. Корпус разверните к прямой ноге и тяните вниз. Задержитесь в таком положении на 30 секунд. Верните корпус в исходное положение и выполняйте плавные наклоны вперед. Одну ногу опустите на бедро другой ноги. Колено согнутой ноги стремится к полу. Носок прямой ноги тяните на себя. Сделайте 8 наклонов корпуса к прямой ноге. Поднимите колено и поставьте стопу за бедро прямой ноги. Медленно наклонитесь вниз. Выпрямите обе ноги. Затем подтяните одну ногу к себе, обхватите стопу обеими руками и медленно выпрямите. Задержитесь в таком положении на 30 секунд. Повторите все упражнения с другой ноги. Будьте гибкими, будьте в форме.
кажется, очень важно растягиваться именно с утра. Вот просыпаешься, да, так, а туда-сюда, и зато весь день нормально себя чувствуешь. А не так, как обычно. Как сполз с кровати, так и дополз до работы. Мы продолжаем, уважаемые зрители. Хотите знать, как сложится личная жизнь ваших детей? Посмотрите на себя. Ученые Клэр Кэмп-Даш и ее коллеги анализировали историю жизни 7 тысяч американских матерей и их биологических детей с 1979 года по меньшей мере в течение 24 лет. Они собрали информацию не только о их браках и разводах, но и о романтических партнерах и расставаниях с ними. В результате оказалось, что количество браков и романтических связей у матерей и их детей примерно совпадает. Если мать вела бурную личную жизнь, то, скорее всего, так же поступали и ее дети, и наоборот. Как предполагают ученые, это объясняется тем, что матери передают детям по наследству определенные черты характера, личностные качества, а также показывают на своем примере, как надо или не надо себя вести в жизни. Вот так все просто. Если живете бурно, как в кино, то и ваши дети, возможно, будут жить так же. Кстати, о кино. Новинки на эти выходные представим прямо сейчас. Дамблдор, а почему вы сами не едете? Я не могу пойти против Гриндевальда. Фанаты вселенной Гарри Поттера. Первая премьера для вас. Хотя вы и так, наверное, знаете. «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда». 2 года назад вышел фильм «Фантастические твари и где они обитают». Это приквел, предыстория к приключениям самого Гарри Поттера. Ну а в эти выходные продолжение предыстории. Расклад слишком сложный, чтобы его описать в 2 словах, поэтому вместо этих 2 слов даем вам затравку в виде звезд, которые здесь играют. Джонни Депп, Джуд Лоу, Зои Кравиц, ну и симпатяга Эдди Редмейн, главный герой. Что-нибудь придумаем. Нет, нет монстра, которого ты бы не смог полюбить. Схватим его. Далее сложное кино, авторское, нуарное, «Холодная война». Это история невозможной любви в невозможное время. Они знакомятся на руинах послевоенной Польши. На протяжении лет они расстаются и встречаются вновь и вновь. В Берлине, Париже, Югославии. На пути их любви встают политика, превратности судьбы и их собственные недостатки. Но ничто не в силах разорвать связь 2 сердец. Ты надолго приехала? Не совсем. Ну и в завершении еще одна драма, тоже про любовь. Дамы такое любят. Особенно если режиссер картины Вера Глаголева. Последняя ее киноработа «Не чужие». В российской глубинке жизнь словно застыла в 90-х годах. Здесь можно спрятаться от тревог большого мира, залечить душевные раны. Так рассуждает героиня, которая возвращается в дом матери после неудачной попытки покорить Москву. Тем временем ее сестра выходит замуж за молодого красавца из Средней Азии. Он становится причиной нешуточных страстей между сестрами. Участников этой семейной драмы ожидает страшное прозрение. Какое? Увидите в кино. Благодарим Влада за такой подробный кинообзор и переходим к рецептам красоты, которые будут доступны и интересны каждому зрителю, а скорее зрительницам. Меня зовут Женя, и сегодня я расскажу вам, как бороться с целлюлитом. Основными процедурами в борьбе с целлюлитом являются обертывание и массажи, сделать которые можно не выходя из собственной ванной. Солевой массаж выполняется с помощью жесткой мочалки и скраба из морской соли. Скраб разогревает, улучшает кровообращение, вытягивает жидкость, очищает и тонизирует кожу. Массируйте проблемные места в течение нескольких минут, затем смойте теплой водой. Процедуру нужно выполнять раз в неделю.
Следующий этап нашей антицеллюлитной программы – обертывание. Для того, чтобы добиться видимого эффекта, их нужно делать каждые 2-3 дня в течение месяца. Горчица оказывает сильное согревающее действие и ускоряет обменные процессы в тканях. Глина содержит множество микроэлементов, которые питают кожу, делая ее более упругой и гладкой. Поэтому обертывание с глиной и горчицей считается одним из самых действенных в борьбе с целлюлитом. Полученную смесь нужно нанести на проблемные участки, обмотать несколькими слоями пищевой пленки, надеть теплую одежду, чтобы создать эффект сауны, и выдержать 30-40 минут, после чего смыть теплой водой. Только комплексный подход поможет сделать кожу красивой и гладкой. Будьте в форме! Главное найти немного свободного времени и взять подручные какие-то материалы, средства, и, пожалуйста, вот наша красота в наших руках. Пожалуйста. Пожалуйста. 8 декабря в Казани состоится церемония вручения 6-й национальной музыкальной премии «Болгар-радиоса». Статуэткой отметят самых достойных представителей татарской эстрады. Сейчас продолжается подготовка к этому событию. Давайте вместе посмотрим, как она идет. До вручения национальной премии осталось совсем немного. К этому событию готовятся все певцы, танцоры, ведущие, ну и, конечно же, режиссеры продумывают все детали шоу. Готовы и золотые звезды для лучших из лучших. Эта звезда у нас с годами остается неизменной, так как это индивидуальная дизайнерская работа. Как вы видите, ее основание изготовлено из малахита, а золотой стержень символизирует рождение песни от замысла до воплощения. Как песня зарождается, становится любимой народом, превращается в звезду и попадает в золотой фонд. Из года в год исполнителей таких песен, которые близки и дороги нашим слушателям, мы награждаем такой звездой. Звезда украшена кристаллом Сваровского. Это не простая звезда. У обычной звезды 5 концов, а у нашей их 6. Каждый из них что-то символизирует. Звезда шестиконечная, что символизирует единство певца, песни, автора композиции, аранжировщика, зрителя, и 6-й элемент символизирует Болгар-радио, благодаря которому все узнают об этой песне. На изготовление одной такой звезды уходит в среднем 1,5-2 месяца. Чтобы получить золотую звезду, нужно сотрудничать с Болгар-радио, создать хит, который полюбит народ. Совсем скоро мы узнаем имена тех, кто получит золотую звезду. Ну а мы продолжаем следить за подготовкой к грандиозному шоу вручения национальной премии. Ну а сейчас у нас афиша городских событий. Информация для всех, кто не знает, чем заняться на досуге. Зима подкралась незаметно. На улице морозы, и хоть снега еще нет, но погода позволяет заливать катки и наслаждаться любимыми зимними забавами. Уже сегодня на стадионе «Трудовые резервы» в половине 6-го вечера откроют каток. На протяжении всего сезона по будням он будет работать с 17:30 до 9 часов вечера, а в выходные и праздничные дни с 14:00 до 22. Любители азиатской культуры соберутся вместе в субботу на фестивале OpenCon в ДК имени Ленина. Фантастические образы, яркие наряды. У поклонников японского и южнокорейского кинематографа будет возможность перевоплотиться в любимых героев. Кроме этого, каждый пришедший сможет принять участие в танцах, театрализованных постановках, спеть песни из любимых фильмов, представить свои работы на выставке живописи и фотографии, а также приобрести для себя что-то из атрибутики героев аниме и киносериалов. Но не крутся замечательные, Ретро-концерт, когда зажгутся фонари. Субботним вечером со сцены будут звучать только лучшие песни начала 20 века. Городской романс, танго, вальс, фокстрот, любимые многими поколениями мелодии и стихи. Музыка живого оркестра, приглушенный свет увлекут вас в атмосферу Серебряного века. Расскажут о том, над чем не властно время, о любви к людям и жизни, о счастье быть любимым.
Ну а сейчас продолжение гороскопа. Весы – удачный день для воплощения в жизнь проектов, даже начатых очень давно. Вам окажет покровительство влиятельные люди. Прям загадочно все. Скорпионы, очень напряженный день у вас. Сегодня вам представится шанс наладить отношения с самыми непростыми людьми в вашем окружении. Так. Стрелец, готовьтесь принять шквал предложений о работе, но сначала все хорошо обдумайте. А стоит ли все резко менять? Ну, я подумаю. Козероги, постарайтесь сегодня встретиться со старыми друзьями. Это будет полезно и очень приятно. Можно пойти в театр или на выставку. Общение с искусством подарит вам заряд позитивных эмоций. Водолеи, знайте, все ваши старания не напрасны, но все же звезды советуют расслабиться и настроиться на романтический или философский лад. Рыбы, сегодня возможно интересное предложение от работодателя. Если у вас неожиданно окажется большая сумма, скорее надо ее потратить. На этом наша программа завершается, а вот что вы увидите в понедельник. Без рецепта. Домашние тесты для определения самых разных болезней. Приятного аппетита! Готовим быстро и просто. На заметку советы, которые пригодятся всем. Ну и в конце программы расскажем, какая погода ожидает сегодня нас и гостей нашего города. Будет по-прежнему солнечно, осадки не ожидаются, температура воздуха около 2 градусов мороза, к вечеру похолодает до -4, потепление идет. А вот завтра погода изменится, уже ожидаются осадки в виде снега. Не зря к нам сегодня приходил Дед Мороз. Все-таки ждем с нетерпением зиму, и, может быть, действительно появится наконец-то предновогоднее настроение. Появится оно обязательно, и главное, что завершается сегодня рабочая неделя, впереди выходные, провести их с пользой, с удовольствием отдохнуть. Самое главное. А всю неделю с вами были мы, Ассоль Мухамедянова, Рустем Каримуллин. Желаем вам отличного настроения, берегите свое здоровье, ни в коем случае не перетруждайтесь, хотела сказать, не охлаждайтесь. Увидимся на нашем любимом телеканале. До встречи, мы вас любим. Пока! Всем пока! Күңел түренә яшерелгән хискә ирек бирсин сойлап алырга. Илһамланып җыр-моң ахәңенә канатланып балкып янырга. Канатландыра торган җырлар. Болгар радиосының 6-нчы милли музыкаль премиясе. 8 декабрь. Пирамида.